Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Здравствуйте. Добрый вечер, точнее. Добрый вечер, точнее. Так, давайте по традиции проверим звук. Раз, прием. Как слышно, как видно. Мотор. Макар Стечкин, мотор. Юрий, привет, привет, Юрий. Ну, скажите, слышно и видно хорошо. Все, Аслан. Дерей свой, ва алейкум салам, Аслан. Адам Грузинский, ва алейкум салам. Михаил Барсук, приветствую вас. Так, всех приветствую. Насима приветствую. Всем рад. Всем рад. Так, давайте немножечко подождем. Плохо слышу, Адам. Так, салам Аслан, говорит Мамед. Эд Мамедов. Салам, Эд. Как жизнь молодая? Как у вас там в Америке? Держитесь? Так, микрофон ближе, говорит. Так. Сейчас я как-нибудь его... Вот так я его поверну. Нормально вот так? Так, буду тогда громче говорить. Может его как-то... Видно и слышно хорошо, говорит. Все отлично. Супер, Эдам. Слышно? Самое главное, чтобы у тебя хорошо было. Ты очень важную работу делаешь. Так, Ибрагим Канцигов, ассаламу алейкум, Нохчи Волд, ассаламу алейкум, алейкум салам, Машволь, Нохчи Волд, Машволь, Ибрагим Канцигов. Так, Руслам Абудов, салам алейкум, ассалам, почему сегодня речь о Путине? Ва алейкум салам, ну, потому что. Так, Эд Мамедов, Баркала, на все воля Аллаха, все хорошо. Ну, слава Аллаху, Эд. Слава Аллаху. Так, Джахар Дудаев на месте. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Говорит, ва алейкум салам. Мика Йоханссон, чеченский след. Ва алейкум салам всем. Аслан Катырский, говорит Мика Йоханссон. Да, тот самый. Ибрагим Канцигов, весь мир о Путине почему-то не на нем о нем. Би и не на нем о нем. Почему бы не о нем? Ну да. Хамзат Гилаев, ва алейкум салам. Хамзат Владимир Абинович, добрый вечер. Всем приветствую, Владимир. Его старый реалити студия Мичана. Ремонт идет, старый, в соседней комнате идет ремонт. Скоро переедем. Ну, из-за коронавируса у нас возникли проблемы, затормозилось все. Как записаться в волонтеры? Алекс Алексеев, для этого вам нужно зайти на сайт и, и там оставить свои данные. Там есть специально. Ну, в Германии просто забейте в Гугле, найдете, если вы о Германии говорите. Так, Руслана, буду как там насчет здоровья Ахмеда Халидовича. Говорят, он вышел из карантина. Не знаю насчет карантина, вышел или нет, но Ахмед Халидович сейчас дома, и у него даже вчера был пост в Фейсбуке. Поэтому я думаю, с ним все хорошо, да, Алмула. Шамсуди Мазаев, Муо, Дику, Дал Бухастам, так, Ясир Чеченец, алейкум салам. Михаил Барсук, после победы коронавируса все встречаемся в Гамбург. Я не против. Так, Джахар Дудаев, как у тебя дела, говорит. Отлично все, Джахар. Спасибо, Баркал. Так, инженер ДНР. Шалом, когда с автоматом Рамзанку приедешь свергать, говорит. Шалом, а ты там, да, находишься? Шаломчик. Надо обязательно с автоматом его свергать, да? Я же уже 100 раз говорил. Мое оружие, ручка. К сожалению, вот такой боец я. Только ручкой. Но я тебе скажу, инженер ДНР, что этой ручкой я сделал больше, чем
некоторые с автоматом не сделали. Аслан Лор, старый волк в строю. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, старый волк. А, это хорошо, ты, я так понимаю, выздоровел, Аслан, да? Далмаш Шалдуэль, алейкум салам. Как найти? Алейкум салам. Амин, как найти? Алейкум салам. Эрик Космос, салам из Армении, рад видеть. Приветствую, Армения, спасибо, салам, Эрик. Салам, Армения. Ибрагим Канцигов, Москве, Цавохч, Дикхир Думацум, пока еще есть время. Ну, с Москвы, по-моему, там не пускают. Но мы это сейчас обсудим, это тоже момент. Мы обсудим. Да, мола. Так, камни на шашлыки доведете. Камни на шашлыки доведете. Аслан, я видел, ты там шашлыки ел. Нехорошо одному есть шашлыки. Так, я только заметил, что глаза ваши голубого цвета, говорит Руслан Буду. Да? Ну, я не знаю. Никто никогда не говорил, что они голубые. Так, чеченский след счастья, что Аслану такой боец у нас есть. Да, не говори. Фриман, антипутинист. Жестокость Путина есть всегда результат страха, слабости и трусости. Фриман, антипутинист, как всегда, выдает мысли, которые нужно записывать и конспектировать. Абсолютно с тобой согласен. Путин трусливый мерзавец, как и его сынок Кадыров Рамзан. Поэтому пойдем дальше. Только трусливые могут быть жестокие, ты говорил, я помню. И это правда. Сулейман Мамедов, ассаламу алейкум, алейкум салам. Сулейман, так, казахстанских степей, Асколи, ассаламу алейкум, алейкум салам. Евгений, 999, Аслан. И собравшимся доброго вечера. Всем надеть маски и отойти от экрана на 2 метра. Так, Баскурт Каплан, салам алейкум из Баку. Приветствую, алейкум салам, Баку. Так, салам Армения, говорит Джахар Дудаев. Анзорину автомата путинская банда больше боится. Нет, Анзор, я тебе скажу, КГБ боится больше слов, правды боится, чем автомата, потому что больше, чем пуль они боятся. Это тебе 100% могу тебе сказать. Если нет сил их одолеть, то одолеть, чтобы их одолеть, нужно у них 100 миллионная или 90 миллионная армия россиян, которых они будут пускать в расход, не задумываясь. И вам для того, чтобы добраться до этих мерзавцев, нужно будет эту 90-миллионную армию как-то нейтрализовать. Но лучше эту 90 армию нейтрализовать. Они практически невиновные люди, получается. Потому что самое главное, сидят в Кремле. Поэтому лучше им объяснить, донести и отодвинуть. И оставить, или эту же 90-миллионную армию задействовать для того, чтобы они его, как когда-то сербский народ Слободана Милошевича доставил в Гаагу, да, выдал и доставил. То же самое произойдет с Путиным, если он доживет, конечно. Хотя Слободан Милошевич умер в больнице, в тюрьме, в больничке или, ну, умер, короче. Так, добрый вечер всем антипутинистам и антиимперцам, говорит Фриман, путинизм. Сюда не пускают, отсюда пока еще можно уехать, говорит Ибрагим Канцев. Я так полагаю, ты в Москве, да? Или ты, ну, ладно. Не надо говорить где-то. Аринус Паулиус, еще, знаете, Ариус, салам алейкум, говорит, Литва поздравляет. Алейкум салам, спасибо. Арунас, знаете, литовцы у нас очень такое трепетное и такое особое отношение к литовцам. С ними дружил Джахар Дудаев, с литовцами, с вашими эстонцами. Масхадов там служил, Дудаев служил. И у нас особые отношения. И вы вошли в НАТО, вы первые вышли из Совка, первые вошли в Евросоюз. Очень хорошо у вас получилось. Вы очень мудро и долго шли к этому. 50 лет ваши 3 Балтийские республики были в оккупации.
И я разговаривал в Литве там с людьми одними, и они мне сказали, вот 50 лет мы были, и были не очень богатые. Самая богатая у вас была Эстония, правительство. В изгнании было самое богатое эстонское. И вот миллион, по-моему, или 2 миллиона долларов, если я не ошибаюсь, тогда по тем меркам, за период Литва позанимала литовское правительство в изгнании, над которым смеялись, над которым там компрометировали. Ну вот то же самое, что сейчас с чеченцами происходит, делалось с вами. И вы выстояли. И ваш пример для нас очень сейчас, да, сейчас. Мы пошли другим путем, у вас уже была база, нашу базу, к сожалению, уничтожили, но вам как-то удалось. Ну, еще связи с европейскими народами вам помогли, ну и, конечно, мудрость вашего народа. И когда вы вошли в НАТО, уже вы расслабились, вам хорошо, и вы начали чуть-чуть нас подзабывать. Это нас, конечно, немного расстраивает, но то, что вот сейчас появляются литовцы, которые с нами выходят на связь, которые пытаются нас поддерживать, и вы, в частности, для нас это очень хорошо, и нам это очень важно. Конечно, я преследую наши интересы, но, как говорится, с миру по нитке и Аслану рубаху, как говорится, Ичкерии рубаху. Поэтому спасибо, что поддерживаете. Так. Джахар Дудаев предлагает идею. Набираются люди с коронавирусом, чтобы сделать совместное фото с Путиным и Кадыровым. Так. Хамзат Гилаев, Аслан и унит Путин, что утопить мою яму. Да, пока еще не утоплен. Пока он спрятался от дронов. Так, я вот сейчас хотел бы начать, уже все, приветствие нормально прошло, сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Хотелось бы начать с той мысли, которую я подозреваю, что коронавирус является детищем Путина и фашистской России. И я расскажу, почему я так считаю. Я так вкратце как-то проснулся быстро, написал, и как бы, а теперь я хотел бы вам предоставить наглядно, как это все было, чтобы не было обвинения в том, что я просто это выдумываю. И у меня это там какие-нибудь там конспирологические версии в моем воспаленном уму. И я бы хотел подтвердить свои слова доказательствами, да, видео, ссылками и текстом, которые есть в разных информагентствах. Так, я отвечу Хусейну Ашсхо на приветствие. Ассаламу алейкум, Асан говорит, в России нужны маски от пальмового масла, тогда и смертность понизится. Ва алейкум салам. Так, давайте так. Я вам сейчас покажу видео. Видео датируется от 16 сентября 2019 года. Взрыв в центре вирусологии «Вектор». Все подробности. Это небольшое видео. Сейчас мы его вместе с вами посмотрим. И поэтапно я расскажу, как это происходило. И буквально пару дней назад я узнал от Андрея Илларионова, одному украинскому изданию, он там дает интервью. И там сообщают, что как раз были какие-то учения там и так далее. И эти учения, я так и не понял конкретно, о чем эти учения. Но когда учения и какие-нибудь террористические акты, то сразу возникает аналогия с 99-м годом. Вот тоже тогда учения какие-то проводились, как бы якобы учения, когда поймали их двоих сотрудников ФСБ, а девушка скрылась. Так вот, давайте сейчас я вам покажу это видео, и мы обсудим. Вот это видео. Давайте, сейчас я сделаю звук. Сперва послушаем. Смотрите, 16 сентября, как вы видите, 2019 года. Новости Новосибирска, вести Новосибирска.
Чрезвычайного происшествия в Наукограде Кольцово сегодня произошел взрыв в центре вирусологии «Вектор». Есть пострадавшие. Репортаж Данила Сухоручка с места событий мы получили только что. Рядом с зданием работает охрана, близко не подпускают. Пожар произошел в одном из корпусов здания. Первые сообщения о происшествии в МЧС поступили в 4:30 вечера, и через несколько минут спасатели и пожарная техника, 13 машин, были на месте. На данный момент работы по ликвидации возгорания завершены. Мы видели только одну пожарную машину, и она уже возвращалась в часть. Хлопок газа произошел на 4-м этаже корпуса, где проходил ремонт. Строители проводили лакокрасочные работы, пострадал один человек, у него ожоги. Сейчас он доставлен в больницу. Главный вопрос, который беспокоит, наверное, всех, это состояние лабораторий, в которых находятся штаммы опасных вирусов. И вот что несколько минут назад нам сообщил глава Наукограда Кольцово Николай Красников. В числе первых он прибыл на место происшествия. Все действительно под контролем и никакой угрозы для окружающих и каких-то биологических угроз точно нет. Это я могу совершенно ответственно, разделяя точку зрения специалистов, все руководство института на месте, они отрабатывают по полной схеме. Отмечу, площадь пожара около 30 квадратных метров. Угрозы населению, по сообщениям МЧС, нет. Добавлю, пострадавшего доставили в ожоговый центр. Вот, смотрите, взрыв в центре вирусологии, и утечки никакой нет, говорят. Это возможно, на самом деле взрыв, да, мы допускаем такой вариант. И, возможно, это операция прикрытия. Завтра, чтобы сказать, ну, видите, у нас был взрыв. Пойдемте дальше. Далее, вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области. Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев, уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской, Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске. То есть 6 уже областей, 6 регионов России. Как защитить от заболевания и что делать при первых признаках недомогания? Вот смотрите, 19 ноября. То есть взрыв произошел 16 сентября, а через 2 месяца, 19 ноября, чуть более 2 месяцев, происходит вспышка пневмонии. Да, мы уже знаем, коронавирус это очень похоже на пневмонию, да, простуда, задыхание и так далее. Ну, сейчас не будем говорить, просто послушаем вот эти новости. Объем заболеваемости в Оренбургской области еженедельно в регионе фиксирует около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской, Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске. О том, как защитить себя от заболеваний и что делать при первых признаках недомогания, расскажет Юлия Онищенко. Много случаев заболевания пневмонией, что уже сейчас даже в больницах мест нет. Количество заболевших пневмонией растет по всей стране. В Челябинске закрывают школы на карантин. В этом году, учитывая подъем прошлого года, к этой инфекции особенно внимательны. И когда уровень заболеваемости в школе стал достаточно высоким, мы приостановили учебный процесс. Больше таких пациентов стало и в Ростове-на-Дону. Часто воспаления легких развиваются после гриппа или ОРВИ. Практически каждый второй человек, особенно после вирусных инфекций. Но не только вирусы вызывают пневмонию. В холодное Доктор-врач говорит после вирусных инфекций, и журналист поправляет и говорит, ну, не только вирусы, и простуда и так далее. время года наши легкие становятся восприимчивее, и мы буквально на лету хватаем любую инфекцию. При этом заболевание нередко протекает бессимптомно. Человек ощущает только легкое недомогание и даже не подозревает, что в организме развивается катастрофа. Происходит нарушение. Вот, как мы и знаем, да, коронавирус также, его непонятно, недомогания никакого нет, 2 недели, иногда 3 недели, и потом уже происходит резкое ухудшение здоровья. Вот тоже все симптомы, которые мы сегодня слышим по телевизору, которые нам сообщают разные специалисты, вот эти люди сейчас нам рассказывают. Но это происходит 19 ноября 2019 года. Вентиляции в данной области легкого. Но второй момент, который тоже очень важен, это происходит нарушение кровообращения. Это может приводить к тому, что это будет более уже выраженная стадия заболевания, и ее будет тяжелее лечить. Ольга чувствовала слабость, но упорно продолжала ходить на работу. Состояние с каждым днем ухудшалось, пока женщина не оказалась на больничной койке. Я теперь понимаю, насколько опасно это такое поведение, какое я допустила. И насколько важно, чтобы тобой занимались специалисты.
Вот, потому что здесь нужно там и правильно определить антибиотики, правильные дозировки. Антибиотики по расписанию и физиопроцедуры. Врачи уверены, Ольга быстро пойдет на поправку. Ну а сейчас остается лечиться. Все будет, конечно, хорошо. Просто этот процесс займет чуть больше времени. В запущенных случаях болезнь остановить сложнее. Функция легких молниеносно нарушается, и ткань превращается в один сплошной рубец. Человек дышит, но кровь не насыщается кислородом. Ситуация критическая. Вот то же самое, кровь не насыщается кислородом, и нужен ИВЛ, искусственная вентиляция легких. Критическая больной попадает сразу в реанимацию. Пациент с тяжелой пневмонией уже 6-ю неделю болеет. Мы перевели его сюда. Тут же были подключена система экстракорпоральной мембранной оксигенации. Проще говоря, искусственное легкое. Для этого специальные трубки вставляют в крупные сосуды пациента. По ним кровь поступает в резервуар, где насыщается кислородом. Затем обратно возвращается в организм. В это время легкие как бы отдыхают и восстанавливаются. Удалось стабилизировать, то есть спасти ему жизнь. Ситуация до сих пор продолжается. Это тяжелый воспалительный процесс в легких. Такое лечение может длиться месяцами. Тяжелейшее состояние, при котором нередко пациенты погибают. Избежать опасных последствий можно, если вовремя обратиться за помощью к врачу. Ну а чтобы не заболеть, можно сделать прививку от пневмококковой инфекции, которая чаще всего и вызывает воспаление. Защитить себя от пневмонии. Вот прививка от пневмококковой инфекции. Вот, запомните, 19 ноября, через 2 месяца после взрыва происходит вспышка, да, уже когда уже скрывать было невозможно, закрыты все школы, гибнут люди, и люди начали сообщать о массовом падеже, так скажем, людей, гибели людей. И вот тогда уже отреагировали и по новостям сказали. Конечно же, про спецоперацию ни эта журналистка, ни ведущий этого канала, они не были посвящены, да, в это посвящены там 2, 3, 5, 10 человек. Поэтому, конечно, об этом все не могут знать. Но что дальше происходит? Вот Оренбургская область, Владимирская, Красноярск, Ульяновск, вот все эти области. Когда происходит вспышка коронавируса или пневмонии, пока как ее называют тут, и когда уже зафиксирован случай коронавируса в Китае, в Ухане. Смотрим сюда. Заходим в Википедию. Вот мы видим Википедию. Декабрь 2019 года. Первые сообщения о вспышке появились в декабре в Китае 31 декабря 2019 года. То есть через 1,5 месяца. А первые клинические проявления у заболевших возникли ранее 8 декабря. То есть, если мы тут видим в ноябре, грубо говоря, через 20 дней, грубо говоря, 19-20 дней было первые зафиксированы в Ухане, в Китае. И 31 декабря уже начали о вспышке говорить, когда уже массово начали болеть люди. Происходит то, что, например, эти даты, которые мы берем, они все приблизительны, потому что вспышка в Оренбургской области, в Самарской, Владимирской и так далее, это не сразу же, журналисты нам это показывают. Но это происходит через 2 месяца после взрыва в Центре вирусологии «Вектор». И на основании этого мы можем предположить, что очаг, начало происходит, оставим сперва, виновен, это сделано умышленно или нет, оставим, но очаг происхождения, да, вот этого вируса, когда он вырвался на свет, в мир, происходит из России. И подтверждение тому, что это искусственный вирус, который сейчас гуляет по всему миру, подтверждают, как индийские ученые подтвердили, что это искусственно выведено. И также подтверждает вот чешская молекулярный генетик и вирусолог Соня Пескова. Вот что говорит Соня Пекова, извиняюсь. Чешский молекулярный генетик и вирусолог, руководитель частной лаборатории Тиля Лабораториес, которая диагностировала одни из первых в ее стране случаев коронавируса. Причем обнаружила она заболевание у людей, которые не были в странах риска и не общались с вернувшимися оттуда. Заметьте, это
обнаружили вирус у тех людей, которые не были в странах риска. То есть в Италии не были, в Испании не были, в Китае не были. Но у них это обнаружилось. И это может свидетельствовать о том, что распространялся вирус не только из Ухани, он вот так разошелся, а целенаправленно где-то его распространяли. Также можно предположить, что и в Соединенных Штатах Америки он также распространялся. И почему он такой массовый? Именно вот в Нью-Йорке это произошло. Потому что это не люди его привозили, имеется в виду зараженные, инфицированные люди, а целенаправленно был террористический акт. Целенаправленно диверсанты, террористы распространяли этот вирус, и поэтому это косвенно свидетельствует о том, что это могло быть занесено целенаправленный террористический диверсионный акт, которые не были странами риска и не общались с вернувшимися оттуда. Эта находка заставила чешское правительство изменить политику проведения анализа и начало тестировать. Вот что она говорит далее. Не будем все это зачитывать вам, очень интересно. Она, конечно, это говорит очень осторожно. Вот тут вспоминаются индийские ученые, кстати, нашли структуру, похожую на структуру ВИЧ. ВИЧ как раз структурные части вируса, насколько это соответствует действительности, я вам сказать не возьмусь, она говорит. Но насколько это соответствует, что структура на ВИЧ похожа, она не берется, но утверждать не берется, но ссылается на то, что индийские ученые об этом заявили. ВИЧ, как многие эксперты подтверждают, ВИЧ это тоже искусственно был вброшен вот этот вирус. Так, смотрите, что она говорит. Ей задают вопрос, то есть вы считаете, что этот вирус может быть искусственное происхождение? Она очень аккуратно говорит, вам надо прочитать всю эту статью, чтобы понимать, что человек очень квалифицирован. Я считаю, что этого нельзя исключить, она говорит. Он ведет себя очень необычно. В мире есть конечное количество вирусов, заражающих людей. Мы обычно можем по симптомам болезни приблизительно угадать, какой вирус ее вызывает. Конечно, не на 100%, но мы можем сказать, если симптомы выглядят вот так, то это, скорее всего, какой-то из вирусов гриппа. Если другой симптом, то другой тип вируса. Когда сыпь, мы ищем герпес вирусы. Поэтому, когда мы знаем, что болезнь называется коронавирусом, у нее будет определенное течение. Но у этого коронавируса совсем другая картина. Это как будто новый тип болезни. Мы можем с определенной уверенностью предположить, что этот вирус искусственный, так как есть очень серьезные ученые, которые уже склонны так считать. Да? Потому что природный вирус, он определяется практически сразу же. Но этот вирус целенаправленно работающий против людей с ослабленным иммунитетом, вероятно всего является искусственным. А раз это подтверждается, это не 100% еще подтверждено, но если это подтвердится до конца, то можно утверждать, что это тот самый вирус, который был запущен, который якобы вырвался из Центра вирусологии «Вектор», из России. Далее что происходит? Этот вирус наносит вреда больше всего самому главному врагу России, Путина, который Соединенным Штатам. Соединенные Штаты, как мы знаем, применяет санкции очень жесткие и больше с Путиным разговаривать не желает. И у Путина, и у этой банды террористической, которая неоднократно утверждала поставить Соединенные Штаты раком, который Путин, это слова Путина, который озвучил Кадыров, потому что Кадыров от себя такой никогда в жизни не скажет. Также журналист, выступая, давно призывал, запугивал, скажем так, Соединенные Штаты превратить в радиоактивный пепел Соединенные Штаты. Далее, сам Путин говорил, не будет России, а Путин это Россия, Россия это Путин, это всем известный факт, и Путин не собирается отпускать эту власть, пока он жив.
говорил, что не будет России, тогда, если не будет России, то и миру не обязательно существовать. Ну, зачем мир, если нет России? И все сдохнут, а он попадет в рай. Хотя я абсолютно уверен, что он сдохнет и будет гореть в аду. В самой нижней части, если там есть эти ступени, то он будет в самом низу там находиться вместе со Сталиным и Гитлером. Сегодняшняя ситуация 12 апреля, вчерашняя ситуация, в Соединенных Штатах. США объявлено масштабное бедствие впервые во всех штатах. Очень все серьезно в Соединенных Штатах. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Впервые стихийные бедствия объявляются на всей территории США. Об этом заявил Белый дом. И далее, что мы говорим, на что можно, опять же, сослаться и подумать, что все-таки американцы что-то знают. Послушайте внимательно, что сейчас скажет главный санитарный врач Соединенных Штатов. Минутку внимания. Неделя, по расчетам специалистов, может стать пиковой по количеству потерь в борьбе с эпидемией коронавируса в США. Число жертв в Америке приблизилось к 15 тысячам, количество зараженных превысило 400 тысяч. Главный санитарный врач США в начале недели заявил, что происходящее для американского общества можно в исторической перспективе сравнить только с налетом на Перл-Харбор, после которого США вступили во Вторую мировую войну, и атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Еще раз, внимание. Общество можно в исторической перспективе сравнить только с налетом на Перл-Харбор. На Перл-Харбор, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, вот, заявляет главный санитарный врач Соединенных Штатов. И нападение на башни-близнецы, когда Соединенные Штаты начали войну с Афганистаном. Харбор, после которого США вступили во Вторую мировую войну, и атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. В условиях катастрофической нехватки медицинских масок он также провел мастер-класс по изготовлению масок из старых футболок. Вот, в принципе, что я хотел донести. Это основная пока на сегодняшний день имеющаяся у нас информация, которая свидетельствует о том, что ситуация с коронавирусом не так однозначна. Хотелось бы добавить к тому, что сейчас я вам показал, добавить еще одну очень важную деталь. Как мы знаем, когда Россия совершает какой-нибудь террористический акт или какое-нибудь массовое убийство людей, она всегда начинает операцию прикрытия, информационную операцию прикрытия. Так было со сбитым Боингом над Украиной. И так было много раз, да, по-разному. Тот же взрывы домов в 1999 году свалили на нас, на чеченцев, на Басаева и Хаттаба. Ну и так далее, и так далее. Всегда они совершают преступления и говорят, что это совершили те, против кого они собираются сейчас действовать. И вот вспышка, массовая вспышка в Америке, в Нью-Йорке в частности, да, в самом большом мегаполисе Соединенных Штатов, вспышка произошла в мире, как нигде в мире такого большого количества зараженных нет, как в Америке. И важная деталь, что сейчас везде, в английских средствах массовой информации, в русскоязычных средствах массовой информации распространяется информация, что вирус запустили американцы. И первые об этом начали говорить русские. Первые. Это также является подтверждением, что этот вирус мог быть запущен фашистской путинской Россией. Пойдемте дальше. Сейчас тогда я отвечу на ваши вопросы, чтобы чуть-чуть ее обговорить. И вам расскажу очень интересную деталь про то, как действуют оккупационные марионетки, гауляйтеры на территории Чеченской Республики Ичкерия. Так, давайте поотвечаем на ваши немного вопросы. Хамзат Гилаев, в будущем мир ждет трагедия, которая разрастется до гигантских масштабов, говорит. Это Джохар Дудаев сказал. Абсолютно с тобой согласен, Хамзат. Я об этом много раз говорю, и об этом мы все должны доносить. Об этом, это не просто был какой-то человек. Джохар Дудаев был генералом
А как мы знаем, Академию Генштаба надо закончить, чтобы стать генералом советской армии. И он прекрасно знал все секреты, которые есть в российской армии. Да, он их не выдавал всему миру, но он прекрасно знал, что они могут и на что они пойдут. Фриман, антипутинист, говорит, ранее этот маньяк применил химическое и радиоактивное оружие в Англии и старалась уничтожить США буревестником, лошариком, и теперь готовил бактериологическое оружие, вышедшее из-под контроля. Совершенно верно. Также можно напомнить очень важный такой момент. Вы помните, если кто-то помнит, особенно украинцы должны это помнить, по-моему, это был 2015 или 2016 год, когда украинцы начали давать как следует по шее российской армии, появилась информация, что где-то на востоке Украины вышел какой-то вирус, надо будет поискать эту информацию. Вышел этот вирус, и вот сейчас Украина при помощи Америки применяет какое-то химическое оружие. Я абсолютно убежден, что тогда они именно так хотели поступить. Но потом это сошло на нет. Если русские говорят, что вы хотите что-то сделать, значит это они хотят так сделать. Так, пойдемте дальше. СР-71, витаю вас там, витаю, СР. Так, слушали, как бабки Путанга про войска говорили. Если МВД не справляется, это трус против кого хочет использовать. Как всегда, против детей, женщин, стариков. Будь он проклят со своей кучкой. Так. А еще эта тварь хочет Ялта-2. Вот клон, говорит, как найти. Да, хочет. Путин теперь прячется по бункерам, боясь возмездия, дроном за применение бактериологического оружия. Именно вот к этому я и хотел подвести этот разговор, Фриман, антипутинист. И все это заканчивается тем, что Путин прячется где-то в бункере и оттуда отдает приказы. Возникает вопрос, почему? Почему Путин сейчас, как везде сейчас поступает информация, что Путин прячется в бункере? Вопрос, для чего Путину прятаться в бункере? У него охрана там 100 тысяч человек или 40 тысяч, только его вот это ФСОшники. Пойдемте дальше. Если что-то вы можете мне сказать, скажите, подскажите. Вот Фриман, антипутинизм, очень дельные советы подсказывает, которые я упустил. Так, территория Март. Слушал, как из Михель изгоняли 6 демонов. Одним из них был Гитлер. Такое чувство, что следующим в этом ряду будет Путин. Говорит территория Март. Так, потерялись вопросы. Так, слава Украины, говорит Аслан, классный стрим, респект. Героям слава, слава Украине. Да, спасибо. Дукваха Оздуханов. Салам алейкум, Аслан, звук слабый. Алейкум салам. Вроде бы звук нормальный. Если плохо, говорите. Так, Эрик Космос. Аслан, ты прав, как ни крути, все стрелки на Плещеева. Однозначно это выводит на него. Так. Да будет свет. Я заметил, что вы сразу чеченца, который говорит правду или против вас, вы его отправляете в блог. Если твоя шайка получит власть, то вы тех, кто против вас, будут убивать. Ты вообще говоришь неправду. Да будет свет. Вот, я тебе сообщаю. Это неправда. Мы здесь, как ты видишь, очень много чеченцев, которые высказывают и за, и против. Когда нас оскорбляют, вот вроде тебя, вот какой-то шайкой ты нас называешь, да, откуда ты знаешь, кто мы, что мы. Ты зашел и сразу начал оскорблять. Вот таких людей, а если ты будешь переходить дальше на оскорбление, то, конечно, мы будем тебя банить. Потому что у вас есть другое место, идите там. Оскорбляйте в том числе и нас. Так, Маулют Алтынташ. Когда Путин говорил о биоматериале, который собирают американцы, то видно было, что тоже, кстати говоря, помните, уже запускались такие, что собираются какие-то биоматериалы и так далее. Адам Грузинский. Аслан, Путин реально струхнул, даже боясь выдать свое местоположение, он заранее делает обращение, кстати говоря, народу, а потом пропагандоны запись крутят. Абсолютно верно. Делается запись, и после этого отводится, надо же эти записи куда-то переправить, и после этого уже начинается выдавание в эфир. Да, об этом тоже много блогеров и людей писало об этом.
Видно было, что Путин что-то задумал. Да, Мавлют Атиташ, совершенно с вами согласен. Евгений 999. ВВП уже просил снять санкции в связи с эпидемией. Это еще довод за, пока что, предположение, чьи уши торчат за этой эпидемией. То, что началось в Китае, не говорит ни о чем. Распылить можно и в Перу. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И то, что как любой террорист, сразу он выдвинул условия. Помните, когда G20 вот неделю назад или 2 недели назад собрались они по видеосвязи, Путин первый выставил требование, сказал, надо снять санкции. Вот он, что он добивается, чтобы сняли санкции. Фриман антипутинизм. Так, Джохар Дудаев, это... Да будет свет, он говорит, Фриман антипутинизм. Если эту крысу и всех соучастников применением бактериологического оружия срочно не наказать, они применят это оружие повторно. Все страны должны объединиться против этих ГБшных террористов. Абсолютно с тобой согласен. Об этом мы и говорим, Фриман антипутинизм, уже много лет, начиная с Джохара Дудаева, еще 25 лет назад. Мы призываем остановить эту террористическую банду любыми способами, потому что сейчас применили коронавирус. И, конечно же, скорее всего, дополнительно можно сказать к этому, если они запустили этот коронавирус, у них должен быть антивирус. Но для того, чтобы этот антивирус применить, да, они себя выявят. Уже Соловей, я у себя как-то говорил, Валерий Соловей, там один из приближенных вот этой банде Путина, заявляет, ну, банде ФСБ, скажем так, спецслужб России, заявляет, что обязательно будет вирус там и так далее, что русские его придумают. Вот во всем мире самая худшая, там, одна из худших медицин, фармацевтика у русских, но почему-то такого уровня специалист, эксперт Валерий Соловей уверен, что вирус будет именно у русских, вакцина будет именно у русских. Вот почему-то он так уверен. И это тоже дополнительно вызывает вопросы к этому. И я думал, что русские сами запустят эту вакцину для того, чтобы быть такими спасителями. Хотя спасителями они никогда не были. Ну, как бы в обмен на то, чтобы спасти людей и так далее. Но мне тут в Фейсбуке, общаясь, одна дама мне сказала, а скорее всего, если это они запустят сами русские, то будет на них подозрение. Они могут запустить эту вакцину через третьих лиц. Ну тогда, возможно, будет утечка информации, если будет такая ситуация. Ну, хотя у них есть надежные люди, возможно, через которых можно и заработать много денег, да, и после этого запустить этот вирус. Пойдемте дальше. Так. Так. Пойдемте дальше. Давайте, будет интересно, если вы будете мне подсказывать какие-нибудь моменты. Это очень важно будет. Очень нам будет важно. Так. Так, Reality French English. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Если вы будете бдительны, СМИ заставят вас ненавидеть угнетенных людей и любить тех, кто их угнетает, сказал Милькольм Икс, говорит. Абсолютно. Согласен. Мага Бармалей. Аслам ба'дуй хошпион убог. Ба'дац. Не верь. Ерунда все. Так, поэтому Путин быстро убрал, Адам говорит, поэтому Путин быстро убрал все доказательства Чечни, восстановил Грозное. Презумпция. Да, презумпция виновности в данном случае. Дима Бимбат, слава Ичкерии. Героям слава, Дима. Спасибо. Чеченский след. Техничный ход, сохранять спокойствие, ввести карантин последними, создать видимость, что россиянин может заболеть COVID-19 только в Италии, чеченский след. Да, но мы видели, чеченский след, что 19 ноября уже был выпуск, и уже давно болели люди, и уже давно гибли люди в самой России.
Так, Вильпес Инкульта. Аслан, был еще взрыв какой-то с радиацией на некоторые страны Восточной Европы. Не помню уже детали. Так, Вильпес, тогда надо вспомнить. Я тоже не помню. Лунный свет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Лунный свет. Так, Нохчиборс. Путин террорист номер 1. Да, Нохчиборс, это правда. Фриман антипутинист. По боевой путинской пропаганде, запущенной против США, а ранее против Китая, в обвинениях о применении этого бактериологического оружия, можно определить его производителя. Возможно, так. Так, Шарани Азив. Ассаламу алейкум, Асан. В 1991 году Джохар Дудаев предупреждал мир. Совершенно верно. Так, я немного перемотаю. Так. Так. Мага Бармалей, а ты не мог бы, вот мы тут обсуждаем серьезные вещи, не нести глупость, а? Ты же взрослый человек, вроде за что-то там, видимо, переживаешь, раз сюда пришел нас слушать. Не мог бы ты не отвлекать, вот, не забивать вот, ненужными? Я же тебе ответил на вопрос. Ну, может, ты серьезные же вещи, да, твой главный враг, если это, конечно, твой главный враг, Путин, является еще теперь террористом, развязавшим биологическую войну против всего мира. Считай, Третью мировую войну человек начал. И это тебя коснется, не волнуйся, всех это коснется. Так, Адам, у Путина нефтедоллар скоро кончится. Да, Аллах. Так. Ибрагим, я боюсь, что еще могут ядерное оружие применить. Я не сомневаюсь, что на это он тоже способен. Так, знание Машу говорит, вопросительный много знаков. Так, они сделают что, что Путлер зашел на престол. Мага, не шути так, тогда шути так. Пойдемте дальше. Ну, это, короче, все, этот Мага уходит. Бред несешь, Мага, ты просто не место таким людям, как ты в нашем деле тут. Так, Фриман антипутинист. Когда этот вирус вышел из лаборатории, надеюсь, все так. Фриман антипутинист. Когда этот вирус вышел из-под контроля после взрыва в лаборатории, его применили без антивируса. Его применили без антивируса. Сперва против Китая, затем против США. Надеясь устроить войну между этими странами. Возможно, такая версия имеет право на существование. Ну, это надо считать их очень глупыми, да? Очень глупыми считать. Хотя уже Трамп уже начал обвинять Китай, что почему же Китай там вовремя не сообщил. Потом ВОЗ он начал обвинять вот эту Всемирную организацию здравоохранения. Ну, тоже возможно и так. Так, Адам Грузинский. Аслан, сегодня я видел новость, где как гриб после дождя вылез Дима Медведев и обратился к мировому сообществу с просьбой снять санкции и обновить отношения из-за COVID-19. Димон раскрыл план Путина этим. Нет, ну Путин сам говорил об этом. Видимо, сейчас будут еще требовать, просить. Ну давайте, снимите санкции, мы вам будем помогать и так далее. Димочк МРИ. Вот тут-то и появится Билл Гейтс со своей вакциной. Но не скажи. Я не думаю, что Билл Гейтс, может быть, работает на спецслужбах. Хотя разные может быть. Сценарии могут быть разные. Разные могут быть сценарии. Посмотрим. Так. Антон Павлович, если вы считаете, что Чечня это внутреннее дело России, то наступят такие времена, когда Европа станет внутренним делом России. Абсолютно согласен, Антон Павлович. Это так, уже настали эти времена, и мы об этом уже давно говорим. Гузман, Аслан, ты видел видео от Анзора из Вены? Да, видел. Я понял, о ком ты говоришь. Да, видел.
Вилпесинкульт. Асан, как думаешь, что делают военные медики в Италии? Да, это тоже очень момент, который я указал тогда, когда писал, но вот сейчас я его не указал. Да, у меня тоже возникает вопрос, зачем военные вирусологи поехали? Для чего? Непонятно. И самое непонятное, для чего итальянцы их себе пустили. Черт побери. Непонятно. Леди, всем салам маршал, опоздала, Дейлер салам маршал. Ой, леди маршовой. Так, Евгений 999. Абсолютно точная аналогия с поведением Российской Федерации на G20. Стиль типичного террориста. Вначале создание проблемы, заложники отравления, потом вот мои требования и помогу с освобождением, да, и противоядием. Совершенно верно. Так, Унсоциал С. Ассаламу алейкум, хауми телефон чаусар хуэк, интердоу за опоздание. Ва алейкум салам, машвой. Так. Мамлюк Турок, ассалам алейкум. Этот тварь Путлер и его генеральные твари использовали снаряды, оснащенные радиацией в первую войну, мировую имеется в виду, и во вторую войну. Эта тварь, наверное, про нашу ты войну говоришь, и применил химические снаряды. Про войну против нас ты, наверное, имеешь в виду, да, Мамлюк? Да, против нас это применялось, мы это знаем. Да, это правда. И у нас большая вспышка онкологии была. Сейчас она пошла на спад, видимо, не знаю, с чем это связано, но пошла на спад. Чеченский след. Аслан, все забыли про Конституцию Российской Федерации. Это им нужно было. Да, кстати говоря, мне тут задали вопрос, для чего это было нужно Путину, если он там собирался изменить Конституцию и так далее. Но Путин собирался изменить Конституцию уже после того, когда произошел этот взрыв в Векторе, вот, в этом центре вирусологии. Поэтому сперва был взрыв, потом подготовка уже изменению Конституции и так далее. Это все готовится не за один день. Не изменение Конституции. Например, про изменение Конституции уже лет 6, наверное, говорит вот этот Евгений Федоров, депутат путинский, вот этот говорящая голова. Поэтому это все делается совместно. И сейчас это подстроено, очень даже укладывается в версию для того, чтобы сейчас отвлечь внимание, и Путину никаких проблем не составляет сказать, что вот Конституцию я вот изменил и остаюсь на еще срок, или там начались военные действия. Кто будет менять Путина? Началась война против Путина. Сейчас те сейчас факты, которые мы приводим, без сомнения, есть, наверное, у американских спецслужб, у американских следователей, у других мировых следователей. И потом возникнет такая ситуация, что убежден, и у них еще есть больше доказательств, чем у нас, да, то, что мы владеем. Плюс еще есть агентурная работа, которая очень много доставляет информации. И если чаша весов доказательной базы перевесит, то это объявление будет войны. И вот мы видели, главный санитарный врач об этом практически прямо говорит. Это как Пёрл-Харбор, когда Америка вступила во Вторую мировую войну. И это нападение на башни-близнецов, когда опять Америка вступила в войну. Здесь только аналогия, что опять они собираются вступить в войну. И вопрос с кем? С кем? Для меня он, в принципе, открыт. Вернее, не требует уточнений. Территория Март. Военные вирусологи будут расстреливать вирус. Да. Фриман антипутинизм. Путин не остановит терроризм против мира, если его срочно не замочат. Да? Да. Это единственное спасение для мира. Как угодно найти и совершить акт справедливости. Потому что это на этом не остановится. Дальше может новый вирус. Если он уже сидит в бункере, можно дальше начать вот эту ситуацию. И, например, то, что сейчас Кадыров применяет вот эти
очень жесткие меры, а его вот этот лорд заявляет, что мы знаем больше, чем вы, там, намекая, что он что-то, какой-то информацией владеет, то можно предположить, что еще дальше будет запущен вирус, еще больше начнется. И это очень, очень опасно, очень опасно. Так, пойдемте дальше. Аслан, вчера впервые за все время на этом посту Кадыров сказал, что готов пойти под трибунал и что он готов нарушить любые мировые законы, чтобы защитить народ. Я не сомневаюсь, что он пойдет под трибунал в любом случае. На него уже столько материала здесь в Европе лежит, в Америке, в Европе, что у него нет никаких шансов избежать этого трибунала, ну, кроме как покинуть этот бренный мир, который он так постоянно говорит. Хотя я знаю, абсолютно уверен, знать-то я не могу, я абсолютно уверен, когда предоставится возможность покинуть этот мир или сдаться, он сдастся и пойдет в комфортабельную тюрьму в Америке или в Европе здесь. Так, Вилпес Инкульта. Касательно взрыва, это было в Северодвинске на военном полигоне 6 августа. Ага. Ну, я что-то слышал, мне кажется, вот Северодвинск там и так далее. Но сейчас я не могу ничего сказать по этому. Так, Насим задает вопрос. Аслан, для чего окурку будоражить мир? Неужели он не понимает, что все мы смертны, и он тоже? Неужели у Путина проблемы нейрофизиологического характера? Как ты думаешь? Ну, во-первых, я думаю, у него есть проблемы и психологического типа, и психического типа. А то, что смертный, наверное, он тоже это понимает. Но для чего это делать? Для того, что у него есть такая идея фикс, что американцы пытаются вот его обложить и там замочить его. Возможно, какая-то стратегия у американцев имеется, да? Но я не вижу смысла американцам мочить Путина, если бы Путин соблюдал договоренности, которые с ним были. Да? Путин просто начал нарушать свои договоренности. И мог бы как-то гарантированно передать пост нормальным или другим из своей гибни и уйти. Но вместо этого он напал на Украину и грубо нарушил международное право. Хотя грубо он нарушал и в Чеченской республике Ичкерия. Но международное право делало вид, что его не нарушают. Там, ну, это ничего страшного. Но сейчас уже они не смогли закрывать глаза. И уже такой процесс пошел. В клинч вошли. Да? Американцы говорят, мы никогда не признаем Крым. Ну, мы никогда не согласимся с оккупацией востока Украины. Если говорят американцы, весь мир начинает за ними повторять. Да? И это очень важно, надо признать. Америка это на сегодняшний день самая мощная и великая держава в мире. Других таких нет в мире. И он понимает, что с ним могут решить вопрос. Власть он отпускать не хочет. И он готов идти ради этой власти до конца. Сидеть в бункере, где-то перемещаться. Россия большая, у него есть армия. Если сейчас начнется война, там, такая уже локальная война, какая-нибудь горячая фаза, да, не бактериологическое оружие, которое он применяет, а по-другому как-то, если начнется, то это очень может помочь ему в том, чтобы мобилизовать народ и миллионы бросать на смерть. Европейцы и американцы не готовы миллионы людей свои жертвовать. И вот он это понимает. Но и другая ситуация, например, Ангела Меркель сказала, что эта ситуация сравнима со времен Второй мировой войны, такой ситуации не было. И я думаю, Меркель тоже кое-что понимает, да, у нее тоже есть и спецслужбы, и компетентные люди, которые ей предоставляют информацию. Как мы видели, американцы говорят, что очень все серьезно. Дональд Трамп объявляет
чрезвычайное положение во всех штатах. На Америку напали. За всю историю в первый раз напали на Соединенные Штаты Америки. Ну, если не считать 11 сентября, когда были сбитые самолетами, напали на это. Но это так мизер был по сравнению с тем, что сейчас происходит. Уже погибло намного больше людей, чем тогда погибло 11 сентября 2001 года. И 11 сентября, как утверждает Константин Боровой, это тоже была операция с использованием арабских террористов, операция ГРУ. И ему сообщали, и Боровому сообщали, что эти взрывы готовятся. И он сообщал об этом ФБР. Но те не нашли достаточных оснований. Видимо, я не знаю, с чем это связано. Ну, так осталось это. Пойдемте дальше, к вашим вопросам. Все очень интересно, и начало конца уже близко. Конечно, вопрос стоит, как много погибнет людей. Вот чего бы мы не хотели. Мы бы не хотели, чтобы погибло много людей. Ни русских, ни россиян, ни других, которые живут здесь в Европе. Но Путина по-другому не выгнать из Кремля. И все это сделали русские. Это их пассивность, их трусливость, их имперство, их фашизм. Во всем. Да, Путин – это отражение русского народа. Русским нравится. Нравится кадыровцам, которые... Я вам сейчас покажу видео, как Кадыров, с каким наслаждением они слушают одного санитара-мошенника, который из Америки вещает, как будто он там доктор, одев какую-то шапочку. Это мошенник, самый настоящий, который работает санитаром просто. И я вам тоже сейчас об этом расскажу. Купер, основной вопрос. Конечно, можно. Здесь только вопросы и задаются. Ну и не только вопросы. Не ради власти, а за спасение своей шкуры. Да, Хамзат Гилаев, не ради власти, но отпустить власть и погибнуть, это для него это равнозначные эти величины. Отпустил власть, он или пожизненно, или умрет. Поэтому он будет держаться. Так, задавай, Купер, свой вопрос. Александр Черкас. Путин – это коллективный русский. Прав, Аслан. Да, абсолютно верно. И нету такого, вот мне говорят, вот ты тут на русских всех гонишь. Да я знаю абсолютно адекватных, абсолютно порядочных русских. Это не касается этих людей. Но их так мало. Это такой малый процент этих русских. И потом поковыряешь этого русского, у него там татарская, украинская, еврейская кровь оказывается. Но есть и, конечно, и с удмуртской кровью тоже порядочные. Я ничего не имею в виду, но по большей части русские фашисты, самые настоящие фашисты. Откройте самый большой сайт ЦИАН, я об этом писал везде. Сейчас там уже поменьше начало появляться, но и все равно продолжает это быть. Самый большой сайт недвижимости, ЦИАН.ру называется. Просто откройте, там через одну-две объявления, через одно-два объявления вы можете увидеть: не сдам кавказцам, только русские, не азиаты, не эти. Прямо открыто пишут, нигде в мире такого нет, не может быть. Но если же там не написано, а вы позвоните, а я звонил, снимал многим, кто в Москву приезжал, кто-то меня просил, на свое имя снимал кому-то квартиру, когда нужен был человек с пропиской, допустим, и иногда звонил. И когда я звонил этим людям, мне говорили, ну я мог там без акцента говорить при желании, да, и мог там попросить там сдать квартиру. И я приходил уже снимать квартиру, и когда видели, что я не русский, мне говорят, ой, извините, и так далее. И когда узнавали по телефону, напрямую спрашивали, а кто по национальности? Ты говорил чеченец или там с Кавказа, все. Тебя не сдавали. Русские самые большие фашисты. Если бы они не были бы фашистами, имперство это фашизм, самый настоящий. Если бы они не были бы фашистами, их страна бы не стала бы такой большой,
завоеваны именно не присоединенные добровольно, как и говорят, насильственным путем, военным путем завоеваны эти страны, соседние страны. Поэтому Путин это коллективный русский. Он такой, как от него требует русский. Именно для того, чтобы продержаться эти 5-6 лет, был вброс вот этот великий русский народ возвращает Крым в родную гавань. Этот Крым и так был русским. Там мог любой русский всегда приехать. Там в власти было огромное количество русских. Восток Украины полностью русский. Для чего это делать? Вот русским он денег дать не может. Путин больше, чем русских и больше, чем эту империю, любит деньги. Он просто сходит с ума по власти и деньгам. А что он может тогда дать русским? Вот им он этот фашизм и дает, этот империализм. Говорит, вот смотрите, какие вы великие. Вот таким Крымом, вот такой Чечней. Вот чем они становятся великими. И у них свои земли не сеяны, не паханы, разваливаются, деревни бросаются. Нет, им нужно захватить чужое. И тогда русский фашист получает удовлетворение. Так, пойдемте дальше. Александр Черкас. Аслан, почему не видно блогера по имени Джахар, канал Миллион Первый? Он из Грозного, не слышал о нем? Нет, не слышал, к сожалению. Был он и пропал куда-то. Может, вычислили? ГПУ Туркс. Мы с вами обязаны помочь русскому миру исчезнуть с лица земли. Мы, войнахи, давно заслужили свободу, а русские 90% имперцы. Значит, такие же Путины во множественном числе. Да, совершенно верно. Так, Купер. Ненужная религиозная дискуссия. Гни свою линию. Ты и мы все здравомыслящие чеченцы должны понять, что религиозная риторика нам вредит. Мы должны говорить на понятном всем людям языке. Говорить на языке. Да. Так, Фриман. Антипутинизм. В России все от мала до велика обманывают и лгут. Это страна фантасмагория, мираж, империя иллюзий. Жюль Мишле, французский историк и публицист, 1798-1874. Так, теперь я бы хотел от ваших вопросов перейти к теме моей родной Чеченской республики Ичкерия. Смотрите, в эфир к лорду, так называемому лорду, я потом могу вам рассказать, откуда появилась кличка у Магомеда Даудова лорд. Да? Об этом почему-то никто не говорит, но я вам быстренько сообщу эту историю. Когда во время Ичкерии, когда у нас были там местные нефтяные магнаты, варили нефть, делали из нее бензин, они там отдыхали, сидели, кто-то выпивал, кто-то там закусывал и так далее. И в это время они мелким пацанам, которые там вокруг бегают, там, да, копеечку им там подкинут, там, дают денег и там, иди водки купи, иди там закуски купи и так далее. И самый шустрый из них, самый, который умел понравиться, да, и, короче, и быстренько делал, короче, дело на велосипеде, был вот небезызвестный всем вот этот человек по имени Даудов. И там была одна собачка была. И эту собачку звали Лорд. И Лорд был самый шустрый из них. И поэтому получалось так, что он походил на эту собачку. А эта собачка была кличка Лорд. И вот смотри, какой шустрый, как Лорд прямо. Этот шустрый, этот парень. И с тех пор он стал очень... эта кличка приклеилась к Лорду, и теперь этот большой чиновник российской оккупационной администрации является Лордом. Ну так, давайте перейдем к главной теме, которую я хотел бы вам сказать. Сейчас, одну минуточку. Так.
Шустрая дворняжка, да, совершенно верно. Вот так стал лорд известным. Смотрите, как мы знаем, с Америкой у Путина очень натянутые отношения, скажем так. Кадыров, пехота Путина, понимает, что ему надо будет выполнять указания своего этого шефа, своего папы, хозяина, и ему нужно будет бороться. И вот для пущей убедительности, да, кадыровцы начали нам рассказывать, что они борются там с коронавирусом и так далее, и применяют самые нечеловеческие, унизительные методы, нарушая возможные и невозможные права. Конечно, нужно быть очень строго соблюдать карантин и так далее, я об этом всегда говорю, но при всем при этом нельзя унижать людей, нельзя, если этот человек нарушил карантин, сажать его в яму, как говорил Кадыров, и там его убивать, только лишь за то, что он нарушил карантин. Нельзя нарушать права, избивать людей и так далее, и так далее. Есть закон, применяйте финансовые наказания и так далее, ну и так далее. Но сейчас пока не будем об этом говорить. Сейчас я хочу вам рассказать о ситуации, которая связана с американским доктором, который начал в эфире рассказывать Даудову, какой он великий доктор. Я сейчас включу его вам несколько секунд дам послушать, и потом расскажу подноготную этого доктора. Вот, внимание. Я надеюсь, до американцев дойдет, и американцы узнают, какой у них там доктор сидит, который нагло врет, что он доктор. Это обычный санитар, который на каталке завозит клиента до кабинета рентгена. Это все, что делает этот доктор. Как мы знаем, этот человек, никакой не доктор. Давайте секунду. Поэтому люди это знают. Осознание это одно, второе знает, что закон с этим шутить не будет, потому что ты подвергаешь опасности десятки, сотни людей. Поэтому я думаю, что, я говорю, даже вы очень много обращаетесь, я вижу постоянно. Здесь один-два раз скажут, все на этом закончилось. И людей просто-напросто, кто будет нарушать, в лучшем случае сначала будет огромный штраф, второй раз их заберут в тюрьму. Я не думаю, что у него... Одно случай. Здесь скажу, если бы это случилось в Америке, такое, их бы всех расстреляли бы. Даже без сомнения. Этот шустрый лорд говорит, что там 18 человек там нарушили карантин и так далее. И вот этот человек, доктор, представляющий, на самом деле это санитар, актер, режиссер, какой-то непонятный там аферист, сообщает нам, что в Америке бы расстреляли бы 18 человек. Вот, слушайте. Мухаммад, я здесь скажу, если бы это случилось в Америке, такое, их бы всех расстреляли бы. Даже без сомнения. Вот, расстреляли бы, говорит. В Америке, оказывается, за то, что ты нарушил карантин, тебя расстреливают. И вот этот человек, прекрасно зная, с кем он разговаривает, этот Магомед Даудов, или Тимур Даудов, ранее его звали, является самым настоящим убийцей и преступником. И вот этот человек прекрасно осознает, они давно знакомы. Вот этот Ибрагим его зовут. Вот этот Ибрагим, санитар, он... давно с ним на связи, там приводил там разных Марка Дакаскаса в Чечню привозил, там такой проныра, там где-то познакомился, и за кадыровские деньги, за наши деньги, которые Кадыров у нас ворует, они приглашали для распиаривания Кадырова, приглашали вот этих актеров разных в Чечню. И вот что заявляет вот этот человек. Здесь с этим не шутят. С этим не шутят. Поэтому вы, наверное, видели раньше, там полицейские останавливают кого-нибудь, чуть-чуть начали грубить, сразу выпускают очередь. Все, сразу ты чуть-чуть нагрубил полицейскому в Америке. Вот посмотрите, вот этот мошенник, одев колпачок, эту шапочку, рассказывает, что чуть-чуть ты пререкаешься с полицейским, все, в тебя выпускают очередь. И он знает, еще раз я говорю, с кем он говорит. Этот Тимур Даудов является убийцей. Уже известным, доказанный факт. Он сам на видео приносил убитого отца, убив
сына приносил отцу и угрожал отцу, избивал отца, да, и так далее. Вот что говорит этот преступник. Пойдемте далее. Смотрите дальше, что происходит. Дальше есть еще видео. Вот этот преступник. Сейчас, одну минутку. Вот этот преступник. Так, сейчас я пойду на какой-то минуте. Вот этот преступник Тимур Хараев его зовут. Я вам еще покажу его фотографии. Потом выходит на связь с Кадыровым. И все, у них врач американский. Американский врач, с которым они говорят, общаются, и они получают удовольствие, как все в Америке происходит. Он рассказывает такие небылицы, что 10 миллионов погибнет в Америке. На улице лежат трупы, он говорит. Им не могут оказать помощь. Они погибают прямо на улицах, люди там гибнут. И так далее, и так далее. Короче, выдает фейк-новости. Кадыров и Даудов. Посмотрите, какие довольные лица. Вот в этот момент, он сейчас по Инстаграм, по-моему, они разговаривают с этим Хараевым, с Ибрагимом Хараевым. Вот смотрите еще. Америка, жесткий бас будет он, Америка. Говорит, а как в Америке? Жестко, говорит? Он говорит, здесь вообще не разговаривают, говорит. Один раз сказали, все. Если не делаешь, говорит, сразу сажают. Если начнешь перечить, да, ну, высказывать недовольство, применяют сразу оружие, говорит. Вот этот человек живет в Америке, который его приютила, и несет абсолютный бред. И я вам дальше скажу, чтобы вы поверили, что это не доктор, никакой не доктор, я вам приведу доказательства. Он есть в разных социальных сетях. Долго не разговаривают. Долго не разговаривают, говорит. Правильно, да. А нам говорят, что мы нарушаем права людей, да, если вы там что хотите, да. Он говорит, мы нарушаем права людей, нам говорят, даже если мы кого-нибудь там голос повысим. Это демократия от Божьей, да. А у нас говорят о демократии. Милла ночи, да. Кетер базер, ты аккуратно, базер, ну, 99% да. А что это единый. Да, говорит, я пытаюсь аккуратно с ними говорить, с чеченцами, видите, как в Америке говорит. Вот ситуация. Вот такой вот доктор. Дальше, пока у нас есть время, я бы хотел вам показать этого доктора. Этот доктор ранее, не знаю, почему его пиарил «Голос Америки», ну, вот американские разные средства массовой информации, русская редакция американских средств массовой информации, «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода», очень часто почему-то нам вот эту агентуру, агентов влияния, полезных идиотов, путинской вот этой террористической бандой нам постоянно показывают. И я постоянно делаю на этом, пытаюсь всегда обращать на это внимание, но они вот тут не всегда нас слушают. Вот смотрите, показываю вам новости, где вот этот человек сидит уже в компании журналистки с «Голос Америки». И вот смотрите, кавказская, она у него в гостях, это 25 сентября 2017 год. Послушайте, какой профессии и должность занимает доктор. Да, доктор, это, мне кажется, всю жизнь надо этим жить, учиться, работать, заниматься. Но этот... Свое место под калифорнийским солнцем тоже пришлось бороться, но это была уже другая борьба. Сейчас он успешный менеджер и, пожалуй, единственный чеченец в голливудской тусовке. А его книга «Кровная месть», повествующая о чеченской вендетте, даже пришлась по вкусу актеру Марку Дакаскасу. Марк Дакаскас – это его там приятель, ну, знакомый, видимо, тоже запудрил ему мозги, что он такой влиятельный человек. И «Кровная месть», книга, ну, ничего хорошего, как бы, про «Кровную месть» я сказать не могу. Приехать в Америку и написать книгу «Кровная месть», где в этой книге, расскажу вам, я ее немного изучил, где он эту книгу, в этой книге он говорит, что там была долгая кровная месть, и потом Рамзан Кадыров помирил этих враждующие два клана и так далее, и так далее. Вот какой чувачок Ибрагим Хараев. Так, смотрите, а теперь я вам покажу, правда, сейчас он изменил профиль, я вам сейчас покажу профиль в Инстаграме, скриншот к профилю в Инстаграме
Ибрагима Хараева. Вот, внимание. Вот смотрите, Ибрагим Хараев, вот он на фото, вот здесь рядом, вот здесь вот это Валерия, Пригожин, вот этот Марк Дакаскас, видите? Ибрагим Хараев, Лос-Анджелес, как он и говорил, Лос-Анджелес, хотя он живет в 60-70 километров от Лос-Анджелеса, но не соврать не может наш актер. Писатель, актер, сценарист, кинорежиссер, автор романа «Кровная месть. Чеченская вендетта». Вы где-нибудь видите здесь, что это человек-доктор? Это человек-санитар. Он работает в ночные смены, он в 5 утра как раз давал интервью этому шустрому лорду. Этот человек работает санитаром. Его задача посадить человека на каталку и отвезти его на рентген. Все. Вот этот супер доктор, ну такой же, как и академик Кадыров, да, это вот приблизительно одного уровня люди. И вот сейчас этот человек уже изменил свой профиль, и он уже убрал оттуда, что он писатель и актер, потому что это очень сильно совпадает с тем, что вот человек занимается актерским вот этим мастерством. И никакой он не доктор, грубо говоря. Так что вот такая вот ситуация у нас возникает с докторами в Америке. Я надеюсь, да, меня смотрят американцы, Эд Мамедов, например, меня смотрит, да, по крайней мере, смотрел. Надеюсь, он досмотрит, а если не досмотрит, я ему сообщу, чтобы, ну, сообщили, чтобы американцы знали, что это за клоун, да. Вот такой вот доктор появляется, который сообщает. И причем я бы этого доктора не тронул бы, да, этого доктора-актера. Я бы его не тронул бы, если бы этот доктор не призывал бы убивать чеченцев, не оправдывал бы убийство. Да. Если бы ты был нормальным человеком, Ибрагим Хараев, ты бы никогда бы в жизни бы не призывал бы, зная, в каком положении находится наш народ, сбежав в Америку, ты бы не призывал бы, не оправдывал бы убийства, которые собираются и совершают каждый день, ну не каждый, сейчас уже не каждый день, оккупационные вот эти гауляйтеры вместе с русскими оккупантами. Так что вот так вот вам, чтобы вы знали, что это за клоун, как тут правильно пишет. Гузман, вы не можете написать жалобу в США об этом потенциальном докторе Ибрагим Клоуне? Ну, я вам дал информацию, вы тоже можете ее написать при желании. Unser Zeller Scheitra Lurer Tema ist ein Eschbüch Schuchibo. Да, на Аудалхит. Так. Санитарка вообще. Значит, известен ли хотя бы один законопроект, проведенный в Палате лордов? Нет, неизвестен. Мне неизвестен. Так, Джахар Дудаев, там тогда вообще американцев не осталось тогда. И если так всех перестреливать, сказочник, ЧГТРК, санитар, лорд, морд, кафиров, иллюзионист и так далее. Они не врать не могут. Он социалист. А ну подтверди нам быстро. Является, так у вас на улице людей расстреливают там или не расстреливают? Так, высший пилотаж, говорит Нуриус Грималис. Так, пойдемте дальше. Адам Грузинский. Олег, какой стыд. На дворе 21 век. Любой может проверить. Какие же они жалкие. А же штанов выпрыгивают, чтобы оправдать геноцид на чеченца. Да, и им очень важно показать. А там это очень... Вам стоит посмотреть эти ролики, где вот этот санитар-актер рассказывает, как не хватает масок, что не справляется. Это правда. В Америке очень тяжелая ситуация. Но не во всей Америке. Хотя чрезвычайное положение Дональд Трамп ввел во всей Америке. Особенно тяжелое положение в Нью-Йорке. И не хватает там, и вот этих вентиляторов легких не хватает. Ну, много чего не хватает. Ну, идет борьба с террористическим актом, биологическим оружием, которое применила фашистская Россия, на мой взгляд. И он это тоже как бы чуть-чуть правды, и все вперемешку с ложью. Он рассказывает, что губернатор Калифорнии, где он живет, в Лос-Анджелесе, да, ну, он 60-70 километров от Лос-Анджелеса живет, кто сказал, что тоже не разговаривать, да, это
В этом все видео есть. Но не разговаривать сразу, гасите всех подряд. Короче говоря, люди умирают, и их братскую могилу там закидывают с табличками. Короче, ну, такое тоже имеет место быть, но не так, как он это преподносит. Да? Искажение фактов. Фейк-ньюс. Фейк-ньюс. Обычный фейк-ньюс. Так, пойдемте дальше. Вильпесен культа. Скорее всего, этот санитар вернется народу и будет тут вестерны снимать. Ну, вестерны снимать у них много чего не хватает, а давно бы уже снял бы. Но то, что он вернется, я после этого эфира, я очень надеюсь, что этот человек вернется к своему любимому падишаху и будет жить с ним там. Ему нечего там делать. Пускай он будет санитаром возить в Грозненской больнице. Так. Он социалист, подрабатывает санитаром. Так-то он актер и сценарист. После того, как сказал, что генерал-майор, академик, кандидат мастера спорта, я верю им, это санитар. Да, причем абсолютно верно. Санитар представляется доктором, человек с 3 классами представляется академиком, генерал-майором и мастером, кандидат мастера спорта. Ну да, короче, нашли друг друга. Адам Грузинский, братья и сестры, я завтра и сегодня даже вырежу, залью этот момент и прошу вас распространить. Хорошо. Так, Чечня не Россия у нас вернулся. Не было тебя, не видно было, или я пропустил. Иса Азимылса, он не клоун, он шпион. И это тоже может быть, да, и это большой вероятностью. Он практически в открытую и шпионит, причем он вводит в заблуждение людей. Он призывает убивать чеченцев, потому что в Америке, самой демократичной стране в мире, убивают. Ты слово говоришь, тебя в Америке убивают. Вы когда-нибудь это слышали? Башлам, отличная работа, Аслан. Дал Алшуэло, Дересу. Гузма, Аслан, ты однажды встретил рэпера Гзуз. Как это случилось? Откуда контакт? О чем мы говорили? Да, я встретил рэп, сыграл с ним в нарды, выиграл его в нарды, выиграл у него, по-моему, 100 евро, что ли, или 200 евро. Не хотел у него брать, это так, шутка у нас получилась. Мы сидели, играли там в кафе, в баре, и выиграл, короче говоря. Но я не хотел брать, но он просто настоял на том, и я не брал, все, оставил ему. И потом, когда он уходил, он смятый бросил эти 100 евро, по-моему, были, бросил на стол и ушел, оставил. И у меня очень хорошее впечатление об этом человеке, хотя потом оказалось, что это очень большой бандит, рэпер Гзуз, который самый такой известный в Германии бандит. Из-за него у меня Инстаграм, короче говоря, забанили, я так понимаю. Вот такая вот история. Контакты я вам сообщать не буду, извините. О чем говорили? Ну, много о чем мы говорили. И я ему рассказывал про ситуацию, которая у нас творится в Чечне и вообще в целом в России. И он очень внимательно слушал меня, очень внимательно. Ему было это все интересно. И мы вот пообщались. Да, это очень крутой парень, между прочим. Очень веселый, такой живой парень. Мне он очень понравился. Но оказался большой бандит. А я самый главный чеченский правозащитник Германии. Вот у нас встреча случилась такая. Так. Адам Грузинский. Подписывайтесь на канал Адам Грузинский, где вы сможете смотреть короткие видео с Асланом Арцуевым по главной тематике. Так, у нас осталась 1 минута. Мы забыли. В начале эфира сказать, может, он социал говорил, но я пропустил. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что поддерживаете. И тут я увидел один этот вопрос, комментарий точнее.
Муслим Нохчичо сообщает. Ассаламу алейкум, Аслан. Я живу в Лос-Анджелесе. Валлахи, это бред этого лузера и страх предателя своего народа. Хотя я сомневаюсь, что он чеченец, так как он никогда не жил в Чечне, он из Киргизии. Вот еще одна интересная новость. Спасибо большое. Ва алейкум салам, Муслим Нохчичо. Спасибо. Ну, вот ты подтверждаешь мои слова. Если ты на самом деле живешь в Лос-Анджелесе, у меня нет оснований тебе не верить. Но человек с Киргизии. Это тоже можно, кстати, узнать, зайдя к нему в Facebook и посмотрев на это. Спасибо вам большое, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Распространяйте видео. И все будет Ичкерия. Да, мулла. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи. Всего хорошего, друзья. До новых встреч.